Дорогие друзья, как говорится, снова здравствуйте. По социальным сетям периодически вот сейчас рассылается вернее, текстовые сообщения о том, что в Дании хотят сжечь Коран, и автор этого сообщения призывает всех мусульман, причем призывает бойкотировать товары датские, бойкотировать какие-то датские предприятия, призывает к каким-то действиям против Дании. И главное, не говорится никакая дата, говорится через несколько дней, планируется сжечь Коран, что-то такое, и дата никакая не упоминается. И дело в том, что в 2013 году, весной 2013 года я впервые видел эту рассылку, то есть 4,5 года назад. И дело в том, что мы с коллегами как раз за пару недель перед тем, как я увидел эту рассылку, только-только приехали из командировки в Данию, в Копенгаген. Когда я это увидел, мы там были несколько дней в Копенгагене, никаких инсинуаций, разговоров о том, что в Дании планируется, что датчане хотят провести какую-то вот эту изуверскую акцию, в принципе, нигде не было ничего слышно. Я сразу же после этого, как увидел это сообщение, тогда еще, 4,5 года назад, в 2013 году, связался со своими знакомыми, товарищами, коллегами в Дании, попросил у них информации по этому вопросу, они тоже в свою очередь выясняли, в том числе даже представители посольства России в Дании занимались выяснением этого вопроса. Но нигде никакой подтверждающей информации по этому поводу не было. Так что вот это вот сообщение о том, что в Дании собираются в эту субботу сжечь Коран, что слава Аллаху, вот это вот сообщение, это является какой-то информационной провокацией, информационной уткой. Если вы получите такое вот сообщение, пожалуйста, не ведитесь на него, не пересылайте друг другу, хотя бы потому, что можно логически посмотреть, нету никакой даты, не упоминается, никаких контактов не упоминается, и кто-то вот говорит и просто-напросто рассылает провокацию. И если вы, поддавшись на какие-то чувства, это дальше рассылаете, то фактически получается вы также становитесь соучастниками этой провокации, а это очень нехорошо. Поэтому, слава Аллаху, это неправда, это старая рассылка, сообщение сделано именно таким образом, без даты, без ничего, чтобы через 10-15 лет оно было актуальным. И казалось бы, что буквально вчера только оно появилось. Так что не ведитесь на подобного рода сообщения, если это сообщение нельзя проверить. Все. Удачи, счастливо всем.